Социальные последствия COVID-19 наиболее рельефно сказались на системе образования, а также усугубили без того сложную ситуацию в этой среде, считает кандидат философских наук Олег Домения. Ситуация усугубляется здесь тем, что новые вызовы пандемии наслаиваются на старые вызовы кризиса, остававшиеся без ответа. Ведь в связи с распадом СССР и образованием суверенной абхазской государственности коренным образом изменилось внутреннее и внешнее положение республики. Но система образования, как, впрочем, и все другие отрасли, не претерпела каких-либо существенных изменений. Она до сих пор не приведена в соответствии с новыми реалиями. Нет государственной программы развития образования, определяющей стратегическую цель, место и роль отрасли в жизни общества, и не определены ее основные задачи. Нет и закона об образовании. По мнению ученого, ответить на вопросы возможно не только лишь реформированием образовательной системы, но и самого общества в целом. Несмотря на то, что задачи в сфере образования очень важны, они все еще находятся лишь на стадии обсуждения. В такой ситуации нас застала новая фаза кризиса, пандемия коронавируса, которая ультимативно требует реформирования образовательной отрасли. При этом речь уже идет об ускоренном переходе к новым, доселе не применявшимся технологиям обучения, в скобках МООС, то есть массовых открытых онлайн-курсов, цифровых платформ и другие. Многие специалисты едины во мнении, что онлайн-образование менее эффективно, чем обычная форма обучения. Однако здесь есть как минусы, так и плюсы. Безусловно, это дало очень позитивный импульс в плане появления мультимедийных продуктов учебного назначения. Это, конечно, онлайн-тестовые системы, это учебные видеофильмы, перенос таких видео, демо, демонстрационных версий спецкурсов, это электронные программы, виртуальные лаборатории. Образование стало продуктом массового потребления. Оно стало интересным, зрелищным, быстрым и доступным, но, как мы все прекрасно знаем, очень часто красивая упаковка не значит, что продукт будет качественным, а главное полезным. Образование – это сфера будущего, и то, что мы живем в цифровом мире, нужно понять и принять, считают ученые. Процессы, происходящие в мире, заставляют менять привычную систему обучения. Если мы жили от простого к сложному, понятному для нас, мы сегодня живем от сложному к неизвестному. Поэтому сегодня думать, что те знания, которые мы получили в период учебного процесса, будут человека поддерживать всю дальнейшую жизнь, это утопично. Мы поставлены в такие условия, когда нам нужно постоянно учиться и переучиваться. Однако, чтобы учиться и переучиваться, нужны технические возможности и навыки. Практически во всех странах мира во время пандемии перешли на онлайн-обучение, и Абхазия в том числе. Но, несмотря на старания учеников и педагогов, заниматься в таких условиях бывает непросто. Надо учителей учить, понимаете, нужно опять финансирование. Технически не обеспечен не только учитель, но и дети дома. Нужен высокоскоростной интернет. Не во всех школах есть интернет, к сожалению, сегодня. Столько проблем возникает. Да, мы готовы в случае какой-то пандемии осенью или ближе к зиме, потому что осень у нас теплая, еще надеемся, что не придет к нам. И, конечно, мы должны это использовать. Опять-таки, не на постоянной основе. Вот мы закачали себе программу Zoom, у меня 11 класс в этом году, и я решила с ними позаниматься. Первое, тот, кто не на онлайн-связи, это уже потом дети мне сказали, потому что у меня доверительные отношения. То есть он включает компьютер, чтобы я якобы видела, что он у меня на онлайн-связи. А сам он пошел по своим делам, он пошел покушал, он пошел еще что-то сделал. Он не занимается. Сегодня, когда 11 класс пришел, и когда я стала с ними все это повторять, я поняла, что я напрасно потратила время. К сожалению, мы пока не готовы. Еще в марте месяце в связи с ситуацией с коронавирусом сотрудники
ЮНИСЕФ обратились в Министерство просвещения и предложили создать платформу образования, с помощью которой будет возможность не прерывать обучение. Это очень долгий процесс, потому что здесь очень много нюансов. С одной стороны, технические проблемы. Как это создать? Мы обратились к мобайлу, к Окафону и к операторам, провайдерам интернета для того, чтобы обеспечить стабильный доступ к интернету. Они обещают нам бесплатный доступ. То есть, если даже у вас на счету 0 рублей, ваш ученик, ребенок может всегда, и учитель тоже, может всегда зайти на эту платформу. Она будет называться kalamp.org. И надеюсь, что за это время, пока у нас каникулы, 3 месяца, к сентябрю она будет уже полностью готова. И в случае того, если возникнет ситуация, когда школы вынуждены будут опять уйти на карантин, уже не будет прерываться процесс. В рамках одного семинара невозможно обсудить все проблемы сферы образования и выработать системный подход к их решению. Встречи в таком формате будут продолжены. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.